Рассыпчатую надо поменьше воды. Печка должна быть, соблюсти уровень подоконника. Да, я тоже хороший. Красивая, красиво смотрится. Берем, не смешиваем масло, а ложечкой аккуратненько. Вкусно, да? Так, а сейчас будем открывать, распаковывать. Что внутри, посмотрю. Так, всем здравствуйте. У нас день начинается, так сказать, Маша топит печку нашу. Печка, вот такая печка. Пару слов. Топим нижнюю, ну, топка внизу, так, как говорится. Сверху там также свод, как у русской печки, но оттуда топить не надо, потому что вот огонь с нижней вот печки, сейчас куда дрова Маша сует, и получается огонь попадает в верхнюю часть, ну там внутри свод, и нагревается, и можно также печь, готовить, ну как получается, такая же и печка получается, как русская печка. Ну, называется она как-то по-другому, экономка что ли. Экономка, и также лежанка есть. Вон там палати. Видите, там палати. Просто я снизу снимаю, и так получается. Там палати, там кот любит лежать. Маша топит печку. Рядом сидит Борис где-то. И Мурлыча, сейчас покажу. Вот Бориска. Он ждет, чтобы на коляску мою сесть и покататься. Он любит по утрам со мной кататься. Борис, да? Ну и тоже, естественно, ждет завтрака и покататься. Маша растопила печку уже, да? Да. Вместо бересты показать, что использовали-то. Маша обычно использует из-под яиц вот такую упаковку. Вот так, Маша. Добрым утром. Всем доброго утра. Да. А дальше Маша будет там готовить там завтрак, кашу, да, что да. А сегодня на улицу выходить не будем, говорит, очень холодно. Маша говорит, очень ветер продолжительный. Ветер, да. И градусов 20, а при 20 градусов ветра, ну 20 градусов мороза и ветра это Режет, что-то, да. Лицо режет такой ветер. Надо умку упустить, чтобы погуляла. Угу. И все, потом включимся уже потом, как будем что-то делать, да ведь. Печка потихоньку догорает. Это где-то уже 1,5 часа вот. Да, у нас на плите там варится суп мясной, чайник тут тоже. Камера не знаю, как снимает. Около печки так. Но когда вот здесь сверху огонь, очень красиво. Тут вот, когда в нижнюю печку топим, не очень. Ну, что там, железная дверца, ничего не видно. Ну, друзья, Маша решила приготовить кашу в печке. Сегодня в печке будем готовить. Вот у нас такая сковорода, большая сковорода, это постоянно. А почему-то она белая, я не знаю почему она. Но она тяжелая такая, не чугунная, наверное. Какая-то смесь металлическая с чугуна, не чисто чугунная. Тут примерно сколько грамм пшена-то? Ну, я взяла маленький стаканчик, 160 там написано. Ну, обычно вот ложим так. Раньше, сейчас еще больше мультиваркой варим. А я говорю, Маша, что печка топится, давненько так не готовили кашу в печке, и посмотрим. Молока пол-литра, да? Да. Пол-литра молока. И водички 300 грамм. 300 грамм водички, Маша сказала. Рецепт можно прост. добавить еще воду надо, если пожиже сделать. Если бы это, если рассыпчатую, надо поменьше воды. Так, соли где-то, ну это соль на вкус. Такую маленькую ложку положили, сейчас Маша еще проверит.
И тоже очень просто засунули печку и все, забыли. На час. Там сверху образуется такая корочка. Ну, покажем в дальнейшем, как получится. Давненько мы эту кашу не готовили, да. Не знаю. Обычно все сейчас мультиварки готовим. Но это быстро, удобно, потому что... А печка, она вкус такой совершенно другой. Вот так выглядит. Просто молоко, вода, соль и пшено. Все. И сейчас будем отправлять нашу печку. Угу. Печка дошла или уже нет? Да, можно уже. Ну что, отправляется наша кашка-малашка. Кашка-малашка сейчас... О, вон там где-то внутри. Темно там. Кашка-малашка отправляется в печку. И посмотрим там, что из этого выйдет. Сейчас небольшой момент такой покажу. Почему же в печке темно. Вот смотрите, друзья. Я стою напротив печки, да, нашей печки. Напротив. По деревенским, так сказать, традициям, что ли, печка должна быть развернута к окну. Вот смотрите у меня где окно. И тогда хозяйка, когда печет пироги, она видит, что с окна свет попадает в печку, внутрь печки, и видит, эта хозяйка видит, зарумянились, как выпекается выпечка, что там готовится. Ну, вернее, наглядно видит. А тут же у нас надо применять фонарик. Да ведь, Маша? Да. Ну, Потому вот. что не видно. Да. Без фонарика. Но у нас так, когда строились, ну вот пришлось, как-то у нас так получилось, само так получилось, что печка, получается, не в сторону окна смотрит. У многих так ведь сейчас, в новых домах. И, ну да, не соблюдается это все. Еще такой момент, что соблюсти уровень подоконника. То, что если я не могу сказать там, какие там точные, выше настолько, чтобы вот предпечье было выше на подоконника, или ниже насколько, или вровень. Но это зависит тоже, много зависит, если, например, уровень неправильной печки, предпечья и подоконника, окна будут потеть. У нас, слава богу, с этим все нормально. Да, еще то говорят, что печка, мы вот растапливаем две печки вот с утра, одну и вторую, а некоторые жалуются, что оба печки мы сразу топить не можем, потому что не тянет. Но это уже Да, там особенности очень крыши. Не, это особенности крыши. Это особенности крыши такая. Потому что у многих это те Вот. говорят. Но мы вот, я растапливаю с утра все обе печки. Вот. Ну, Маша там рассказала о тяге, а я, что знал, рассказал, вот, что вот именно вот эта высота предпечья и то, что в старину печки еще так и делали напротив окна, ну, предпечье. Вот это я рассказал. Еще такой момент скажу, Маша. Вот Маша слушает, Маша будет интересно. А знаешь, когда раньше как делали печку? Меряли у женщины, у хозяйки, вернее, ширину обхвата, меряли высоту хозяйки, и по хозяйке, чтобы ей было удобно, не наклоняться там возле печки, там, чтобы все под рукой. Чтобы, например, дотягивалась, где спички лежат, дотягивалась до задвижки, до наклоняться, чтобы не сильно надо было. Это все учитывалось, там, ну, вернее, параметры хозяйки учитывались, понимаешь? Вот такой момент был. А сейчас уже Это все. очень хорошо. Это Мужья да. хорошие. Да. Я тоже хороший. В чем-то. Я сначала печку построил, а потом уже жену выбрал. Или нет? Нет. Нет же. Нет. Но у нас Да я печкой шучу, вроде всё да. нормально. Я достаю, да. Значит, я на глаз, у меня глазомер хороший. Глазомер хороший, да. Но Маша сидит там,
У нее дел по горло просто. Да, сижу, слушаю. Да, и на улице очень метелит, так и не будем уже там что-то сегодня на улице снимать, давать, Маша. Даже выходить неохота. Неохота. Ну что, друзья, прошло время, сейчас посмотрим, вытащим нашу кашу-малашу с печки, сковородку такую. Вот так все зарумянилось, это в печке. Сейчас я быстренько вот так поснимаю. Видите, как очень красиво смотрится. Это пшенная каша в настоящей деревенской печке. Без всяких мультиварок, без всяких проблем. Быстро, просто и от Маши. Сейчас мы эту корочку на стол положим и корочку там уберем, и будем показывать, как мы вообще-то едим эту кашу. Ну, завтракать кашей будем. Так, друзья, убираем эту пеночку. Такая, ну, красивая, красиво смотрится. Некоторые не убирают, но вот если из картофельного пюре, да, мы эту пленку не убираем. А его с каши убираем. Вид, конечно, с пеночкой красивый, да, Маша? Угу. Но сейчас мы еще покажем. Это все мы не будем, видите? Видите, все горячее, румянится, пар идет. И вот такая каша. Сейчас мы О, Маша делает какую-то. Кашу маслом не испортишь. Сюда масло мы сейчас добавим. И это все от горячей каши будет растапливаться, это масло. Ждем, пускай растопится масло. Вот, друзья, масло у нас в центре растопилось. И вот смотрите, как мы кушаем. Это Маша сейчас. Берем, не смешиваем масло, а ложечкой аккуратненько тюкаем, так сказать. Вот, смотрите. Ложку взяли, кашицы, и прямо макаем вот эту ямочку. И вкус получается, друзья, обалденный. Так ведь, Маша? Ну да, печка, конечно, не сравнишь. Мультиварки, когда варишь. Конечно. Разница чувствуется. Приятного аппетиту. Спасибо. Я сейчас тоже буду кушать такую кашу. Вкусно. Вкусно. Конечно, вкусно. Каша из печки. Ну вот и я сейчас тоже буду кушать эту кашу. Кашу-малашу. Пшенная каша в масло. Вот так. Тюк-тюк. Масло. Ой. Вкуснота. Я вот с мультиваркой не люблю кашу. Она там пенка смешивается как-то. И, не нравится. Когда быстро надо приготовить, тоже неплохой вариант. А это вкусно. Просто не надо следить. Но здесь в печке тоже так, то же самое. Ой. Каша обалденно вкусная. Мы будем продолжать завтракать. И пока вот эта каша варилась, Маша уже успела и дров занести, да, и воды занести. Вот. Пока эта каша варилась. Теперь завтракаем. И Маша еще будет обед готовить. Сегодня на улице холодно, да. Не очень будет делами заниматься. Баню еще, баню еще будет топить. Обед будет готовить. Я тоже поснимаю. Если что, не отключайтесь. Как говорит один хороший ведущий телеканала. Не переключайтесь. Смотрим дальше. А мы завтракать. Так, друзья, мы позавтракали. И Маша решила заварить шиповник. Вот настоящий
северный шиповник. Вот такие ягоды сушеные. Завариваем в термос. Вместо заварки будет не как компот, ну, как компот, а как чай будет. Ну, заварим как заварку в термосе. Сейчас нальем кипятка. Доливаем кипятком наш термос такой пол-литровый. Это пойдет как заварочный чайник у нас. И это будет настаиваться. Вот так внутри. Все. И как заварочный чайник. Маша поставит, и уже потом будем как заварку использовать. Это тоже ягоды такие полезные. Давай, Маша. Да. Все, заварили. На после бани. Ну да, сегодня банька после баньки, да, шиповничек. Он всегда это самое полезный, он полезный. Ты же шиповник-то любишь, да? Это? Да. Но сегодня, конечно, снимаю, и световое освещение очень плохое. Я не знаю, что там делать дальше. Я сейчас собираюсь на почту. Позвонили мне и сказали, что пришла посылочка. Вот, и, значит, собралась за посылкой. Так что поехали. Так, как я буду брать, конечно, уже не буду снимать. А как получу, так сразу и покажу вам. Ну вот, я уже получила вот посылочку. Сейчас отправляюсь домой. Ну что, друзья, у нас уже вечер, и мы после баньки хотели показать, как заварится наш шиповник. Сейчас Маша будет пить, она будет наливать с термоса эту заварку, потом доливать кипятком. Так ведь, Маша, не будешь кипятком доливать? Вон, какого цвета. Да. О, покажи вот. Вот, да. Вот шиповник. Именно кипятить нельзя шиповник, потому что витамин С разрушается. А вот, ну, нагревать. Сейчас Маша дольет этот кипяток туда. Угу. А вот доливать, ну, как говорится, держать в очень горячей воде, ну, кипяченой, разумеется, в термосе, вот так нужно. И так сохраняются вот эти витамины. А когда кипятишь как компот, витамин С, он разрушается при кипячении. Ароматно, да? Ну, это лесной шиповник, настоящий шиповник, не с аптеки, а вот именно самый, когда вот, помните, там видео было, когда собирали с девочками. Вкусно, да? Да, и у нас еще сегодня после этого шиповника питья, отвар шиповника или настойка шиповника. Вот это такой приятный. Вкусно, да, ведь? Мы будем распаковывать. Гостинец пришел с Великобритании или с Англии, как правильно, не знаю. Вот. Ну, во всяком случае, я так думаю, потому что мы пересписывались, и они ориентировочно, что это посылка. Я не знаю даже, где, не точно уверен, но думаю, что это посылка. Еще кусочек поставлю. Слаще сделаем. Ну да. Пей. Набирайся сил. Шиповник, он силы дает. А я вот не могу пить, потому что я не могу пить шиповник по той простой причине, что у меня и кровь так густая, и мне нужно наоборот ее разжижать. А с шиповником у меня потом начинаются проблемы с этим. Этим как бы сказать, не насытишься. Даже пью до 2 стаканов. Потому что чай-то только может 1 стакан выпью, а вот этот с шиповником даже могу до 2 стаканов. Очень нравится. Угу. Такая Маша у меня шиповника любая. Угу. Ну вот такая коробочка пришла. Вот такая. Сейчас будем открывать, распаковывать. Что внутри посмотрим мы и покажем вам. Так, посылка должна быть
с Великобритании. Сейчас мы осторожненько откроем, я устроюсь получше поснимать. Ну и Маша будет распаковывать это все. Ну давай, Маша, открывай, посмотрим, что там. Гостинцы получать всегда приятно. Осторожненько. Ничего не сломай. Ну, поверни боком там, чтобы было видно. Ну и вытаскивай. И письмо там. Это конфеты, да? Угу. Вот, ну-ка покажу. Это тот раз, то, что они показывали марки, не очень довольные были. Так, вон там знак. Вот это английской короны знак. Значит, точно с Англии посылка. Milk Frau. Конфеты такие. О. Конфеты такие. Это что? О, открыточка такая. А что написано? Дай-ка я почитаю. Или ты почитаешь, или я почитаю. Я сейчас буду читать. Дорогие Сергей и Мария, примите от нас эти скромные подарки. Вот так. Ну и они еще расписались. Ну, от кого и... Ну, они не хотели, чтобы я имя произносил, я и не буду, но они живут в Англии. В Англии или в Великобритании. И вот такие еще тоже мини-экск. Я по-английски не умею, но это, наверное, вкусняшка. Давай откроем, покажем. Как-нибудь. Покажем, что внутри. Вкусняшка такая, да? Ты успела шиповник чай выпить? Ну да. Это можно было с вкусняшками выпить. Ну, ничего. Сейчас посмотрим. Открывай сразу баночку тоже. Что там? А, тут конфеты какие-то, да? Угу. Вот такие упаковки. Мини-штучки, вкусняшки. Шарики. Шарики, да? Угу. Вон Маша щупает. Щупала. Шарики. Всё. Здесь у нас что-то завернутое в стекле. Ну-ка. Роза, Мадейн. Крем. Крем какой-то, да? А, свеча. Свеча ароматизированная, да? О, и такой. аромат такой. Роза. Да, и вот такой цвет тоже розовый. Алая роза. Это роза. Роза. Ну, ты слишком близко поднесла. Роза. Ну, это аромат Свечки. роз. Да. О, ароматные такие. Да. Это намек для того, чтобы я вечер романтический сделал, да? А, Сувенир. это настоящий О, английский сувенир. Это в автобусе, английские автобусы вот такие двухъярусные, и они красного цвета. Вытащи, пожалуйста, сейчас еще посмотрим. Лондон Буз. Да. Ну и флаг. Ну, сверху открывается, наверное, Маша. Нет? Сверху не открывается. Открывается сбоку. Вытаскивайте с красным из чего. Вот такой. Ложи. Сбоку положи. Вот такой автобус. Сувенирчик такой. Угу. Ну, все, да? О, еще есть что-то. Еще есть. Это стакан. Вытаскивай с коробки. Это тебе в поход, наверное, ходить надо, да? Ну-ка, открывай, посмотрим. Крышку открой, посмотрим. Как можно так?
И магнитик еще, да? Да. Ну-ка покажи на экран тут. Вот Лондон. прямо, вот прямо вот туда поставь, да. Лондон. Лондон. Вот такой знак. Ой, Тяжелый магнитик, да? Тяжелый. Тяжелый, да? Ну, на холодильник. Это на холодильник пойдет. Вот такой. Да, тяжелый. И, ну, это... Стаканчик тебе ходить в это, в поход. Ну на что, прогулку. но он не выливается вот такой с крышкой. Да, он и закрывается, можно... где пить можно, Да. закрывается. Ну, хороший, да. Хорошие гостинцы, хорошие подарки. Это закрывается вот так и не выливается оттуда. Вот. Очень удобный. Даже такой пластик, как резинка, да? Это резина. Во, да, во. А там, да. Всё. Ну и все. Ну вот и все. Распаковку гостинцев сделали. Приятные гостинцы от приятных людей. Мы переписываемся с хорошими людьми. Они вот решили небольшой гостиниц отправить. И это, напоминаю, с Англии. География наших посылок расширяется. Германия, Воронеж. Дальше уже Англия и как Великобритания, как правильно сказать. Вот. Да, красиво. Всем, Машина красивая очень. всем большое спасибо. Вкусняшку обязательно попробуем. Будем кушать. Даже девочкам нашим оставим тоже обязательно попробовать. Когда еще удастся такие английские вкусности. Очень приятно получать. Вкусняшки, да. Ну, скажем большое спасибо. Очень большое спасибо. Спасибо большое, огромное. Да. Очень приятно. Я нам. была очень довольна. Да. Очень приятно. От хороших людей принимать подарки очень приятно. Ну что, будем заканчивать, наверное, Мария. Наш фильм, наш день заканчивается. Мы начали этот день с простой пшенной каши, а заканчиваем вкусностями и с Англии. Да, Вот потом так. чай попьем. Чай обязательно будем Чай пить. попьем. Я шиповник-то не пью, а ты пьешь шиповник, Ну, а я шиповник, чай. я шиповником. Да, очень все красиво и думаю, все это очень вкусно. Сладости. Почему не вкусно? Вкусно. Ладно, всем пока. Всем пока. До свидания. До новых встреч. На нашем канале. Вот, и все.